Национальный инспекторат патрулирования просит обратить внимание родителей на тот факт, что дети вышли на летние каникулы, и во избежание несчастных случаев и различных дорожно-транспортных происшествий просим родителей обращать больше внимания своим детям, да, не оставлять их без присмотра, и рекомендует проинформировать детей о том, что как нужно вести себя в несчастных случаях, если они потерялись. В общем, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Должны проинформировать детей, чтобы они полностью знали, кто их родители, то есть фамилию, имя, отчество родителей, номер телефона и желательно адрес проживания, для того, чтобы, если дети обратятся к незнакомым взрослым людям, чтобы они могли объяснить, кто их родители, да, и как с ними можно связаться. Поскольку в летнее время дети чаще проводят время свое на улице, вблизи общественных дорог, просьба родителям проинформировать детей, как нужно пересекать проезжую часть дороги, проинформировать детей, где можно кататься на велосипеде, на роликах. Поскольку в Камрадском районе увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, намного увеличилось, и в связи с этим просим также и водителей быть внимательнее на дорогах, поскольку не исключено появление ребенка на дороге, который может выбежать внезапно. То есть просьба водителям быть повнимательнее, да, и в населенных пунктах соблюдать скоростной режим, да, и быть внимательнее во избежание несчастных случаев. Напоминаю также и родителям, и детям, что до 14 лет им запрещено управлять велосипедом на общественных дорогах. То есть для детей до 14-летнего возраста есть специальные площадки, которые предназначены для катания на велосипеде. Также просьба родителям, чтобы были внимательны к своим детям, чтобы не допускали управления транспортным средством, а именно мопедами, мотоциклами детей, не имеющих водительского удостоверения. Потому что у нас распространено и такое, что дети несовершеннолетние, которые не имеют водительского удостоверения, управляют незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом, либо мопедом, без мотошлема, без специального оборудования, которое может обезопасить их вождение. Да. И у нас также сейчас проводится операция «Мотоцикл». Мы выявляем именно такие правонарушения, которые совершаются на мотоцикле. Транспортное средство, именно мотоцикл, либо мопед, который не зарегистрирован в установленном порядке, либо управляемым водителем без водительского удостоверения, закрывается на штрафплощадку и налаживается штраф. Что касается дорожно-транспортных происшествий, то в Камрадском районе количество их довольно сильно увеличилось. Мы говорим о тех дорожно-транспортных происшествиях, где имелись либо раненые, либо погибшие участники дорожного движения, то есть как водители, пассажиры, так и пешеходы, то есть наезд на пешехода. Значит, по сравнению с первыми 5 месяцами 2016 года и первыми 5 месяцами 2017 года, если в 2016 году у нас за первые 5 месяцев было всего лишь 5 дорожно-транспортных происшествий, то в этом году за первые 5 месяцев мы имеем 13 дорожно-транспортных происшествий. Это число их увеличилось на 8. Это плюс 160%. Если в 2016 году за первые 5 месяцев у нас погибший был 1 человек, то в 2017 году, к счастью, у нас нет погибших. Здесь у нас минус 100%. И раненых количество в 2016 году у нас 13 раненых,
В 2017 году тоже 13, здесь ситуация не изменилась. Одна из главных причин дорожно-транспортных происшествий – это превышение скоростного режима, то есть водители, превышая скорость, подвергают и себя, и других участников дорожного движения опасности. Поэтому просьба водителей не превышать скорость движения, особенно в населенных пунктах. Второе – это нарушение права пользования ремнями безопасности. Это тоже причина именно получения увечий во время дорожно-транспортного происшествия. Еще хотелось бы отметить, что дороги на территории Камрадского района, к сожалению, большинство дорог находится в аварийном состоянии. И даже та допустимая скорость вне населенных пунктов 90 км в час, она опасна для участников дорожного движения, поскольку имеются различные ямы, и водитель на большой скорости, пытаясь увернуться от препятствия на дороге, то есть от ямы, от кочки, он вынужден съезжать на обочину, либо на тротуар. Если это происходит на большой скорости, то это подвергает его опасности. Он вынужден выезжать на встречную полосу движения и так ставит под угрозу других участников дорожного движения и себя тоже. Также хотелось бы обратить внимание, что, к сожалению, дороги Камрадского района не оснащены достаточным количеством дорожных знаков, то есть регулирование транспортного движения происходит не в полном объеме. Поэтому мы тоже обращаем на это внимание, патрулируя улицы города, Камрадского района, дороги Камрадского района, мы отмечаем, на каких участках отсутствуют дорожные знаки, на каких участках имеются препятствия на дороге, то есть где яма, где кочка, мы все это отмечаем в своих рапортах и даем указания дорожным службам о том, чтобы были установлены знаки, были заделаны ямы для того, чтобы не подвергалось опасности именно дорожное движение.